Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем всех. Это «Утро Якутии». И это утро встречаем вместе с вами мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Ну и, конечно, по традиции мы сегодня подготовили для вас отличные рубрики, замечательные новости. Все для того, чтобы поднять вам настроение и задать заряд бодрости на сегодняшний день. Тем более, что завтра у нас праздник. Действительно, и именно по этому поводу сегодня большая часть нашего прямого эфира будет, конечно же, посвящена этому знаменательному дню, Дню Республики Саха-Якутия. И что сегодня мы подготовили для вас в нашей программе. Конечно, сегодня, дорогие друзья, мы, так как у нас практически весна уже наступила, да, соответственно, многие уже готовят рассаду и готовятся к огороду. Для вас мы подготовили нашу рубрику «Сад-огород». Также мы сегодня со специалистом из центра «Мои документы» поговорим о земельных участках. Ну а также вас ждут рубрики «Мой доктор» и «Советы стилиста». Советы стилиста, я думаю, тоже достаточно актуальная тема. Актуальная тема, ведь помимо того, что сегодня с помощью нашего специалиста можно грамотно приобрести, оформить участок, можно на этом участке еще и выглядеть стильно. Поэтому рубрики у нас так все взаимосвязаны. Ну и, конечно, поговорим о замечательном празднике, вспомним немного истории, с чего все начиналось. Ну а еще и знаем очень интересный факт, каким был кинотеатр «Центральный» более 100 лет назад. Друзья, ну и, конечно, по традиции, вначале, прежде чем приступить к нашим рубрикам и новостям, давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 7 градусов. В заречной группе 3-10 градуса ниже 0. В южных 10-11 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 4. В Нижнеленске 1-5 градус ниже 0. В Колымы-Дигирской группе улусов до плюс 2. В Янских 11-17 со знаком минус. На северо-западе до 12 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 5 градусов. Руслан, знаешь, вот принято все-таки утром говорить о завтраках, о еде. Я не знаю, я когда говорю утром о еде, я сразу просыпаюсь. Для меня это такой момент пробуждения. Вот я сразу тебе хотела задать вопрос. Какая картинка и какие эмоции у тебя вызывает вот только что отваренная картошечка со сливочным маслом? Вот даже и ничего другого не надо, вот просто вкусная картошка. У меня вот такая проблема обычно перед эфиром, я иногда не успеваю позавтракать. Ты сейчас только сказал картошечка с маслом, я сразу проголодался и захотел есть. Ну, знаешь, неспроста я заговорила сегодня о картофеле, ведь, знаешь, сегодня праздник. Да, какой? Ну, необычный праздник, это, в общем, в этот день принято, знаешь, вспоминать о том все-таки, что картофель – это второй хлеб. И каждый год 26 апреля люди ходили друг к другу в гости, принося в качестве угощения именно отварной картофель. Я понял, о чем ты говоришь, потому что в 1861 году начали праздновать этот праздник, 26 апреля. В общем, сегодня, друзья, день картошечки в любом ее виде, скорее всего, будь то отварная. В общем, сегодня я знаю, что приготовить на обед и даже на ужин. Есть повод? Да, есть повод. Ну, а что интересного нас ждет еще в календаре событий, мы узнаем прямо сейчас. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Эту дату установила Организация Объединенных Наций. Также сегодня Международный день интеллектуальной собственности. В России 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Кроме того, 26 апреля – День нотариата и День сметчика в России. По народному календарю, если была звездная ночь, то год будет урожайным. Если атмосферное
атмосферное давление в течение 1-2 дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или прекращается совсем. 26 апреля 1658 года главную башню Московского Кремля переименовали в Спасскую. До этого она называлась Фроловская. 26 апреля 1792 года день рождения революционного гимна «Марсельеза». Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна Франции в 1887 году. В 1986 году в этот день произошла авария на Чернобыльской АЭС. На 4-м энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. 26 апреля 1991 года в СССР принят закон о реабилитации репрессированных народов. В 1997 году в этот день в России учрежден Орден за милосердие и исцеление. Инициатор этой награды – Российское медицинское общество. 26 апреля 121 года родился Марк Аврелий, римский император, философ. В 1575 году в этот день на свет появилась Мария Медичи, королева Франции, мать Людовика XIII. Именины в этот день празднуют Георгий, Дмитрий и Марфа. 27 апреля – День образования Республики Саха-Якутия. В этот день, в 1922 году, постановлением Президиума ВЦИК РСФСР была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. С этого дня мы ведем отсчет нашей государственности. Данный праздник для нас еще один повод вспомнить историю людей, много сделавших для развития родной Якутии. Это, конечно же, Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков и их товарищи. Они сумели решить важнейший вопрос, который определил всю дальнейшую судьбу нашей республики – вопрос государственности, ставший важным инструментом для строительства новой жизни, о которой много веков мечтали народы Якутии. И в преддверии этого замечательного праздника у нас в гостях наш первый утренний гость. Знакомьтесь. Айтал Яковлев, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Соран, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Айтал, с наступающим праздником, конечно. И хотелось бы сразу задать вопрос. Вот что дала государственность нашей республике в целом, если взять вот такой общий вопрос? Каждый ученый, каждый исследователь, каждый человек, он смотрит по-разному. Экономисты, юристы, политики. Но если посмотреть так, то государственность дает очень такой важный момент для республики, для нас с вами. Это право развиваться и не отставать от других народов. Вот такое, казалось бы, маленькие понятия, да, но самое главное, чтобы мы имели право развиваться, иметь будущее. И развивать, самостоятельно этим будущим распоряжаться. И, может быть, обозначить значимость, события, которое произошло 101 год назад. Если сравнивать, например, очень много, там, откройте трехтомник истории Якутии современной, там есть наши главы. Если так коротко говорить, то давайте два примера простых. 101 год назад у нас было 14 фельдшеров. Не врачи, а фельдшера. На всю территорию республики было 14 фельдшеров. 14. Сейчас у нас есть национальный центр медицины, куда приезжают со всего Дальнего Востока, например. Первый пример. А второе, это, например, мой любимый пример, это жизнь маленькой девочки 100 лет назад, 12 лет, в каком-нибудь Улусе, например. Татинском области. Сравните сейчас, как живет маленькие дети и 100 лет назад. Так. И кто-то будет говорить, что это нормально, что так и должно быть, но на самом-то деле, если бы не было государственности, у нас это бы однозначно не было. Таких возможностей было бы меньше, либо их не было бы вообще, да? А что представляла собой Якутия тогда и какие были предпосылки для событий, произошедших век назад? Якутия как часть России, ту эпоху 100 лет назад у нас как раз проходила гражданская война. Россия была, в ходе развала Российской империи Россия была разделена на белых, красных, зеленых, черных, анархистов, например, да. И в этих условиях в Республике Саха-Якутия, денег даже не было, бюджета не было. Вы говорите про Барахова, и денег нет, центра нет, государственной власти нет. И в этих условиях, по нашим меркам, молодые парни
берут ответственность за будущее своего народа. Да, им же было где-то примерно чуть больше 20 Чуть лет. больше 20 лет. Ну, для нас, для якутян, как раз, вот смотрите, да, вот мы смотрим, как такие молодые, а мы сравниваем с нашей стороны, да, потому что сейчас у нас, ну, средний, сколько там был возраст мужчин в России, ну, в Якутии? Ну, 70 лет, допустим, да, 65-70 лет. А для 65-летнего, ну, крепкого мужчины 20 лет — это маленький мальчик, например. Мгм. А в те времена, как раз 100 лет назад, ну, 14 фельдшеров. То есть средний возраст жизни была, ну, 40-50, наверное, 40. Ну, то есть они тогда были достаточно уже опытные, и мы видим результат, потому что совсем такая небольшая, да, компания совершенно молодых Насчет парней опытных, смогли, да? да, я бы тоже тут как бы чуть-чуть поспорил, потому что, ну, молодые все-таки, да, вот только... Может, больше прогрессивные, да? Да, Того- они были точнее вот, прогрессисты. Я бы даже сказал, что в современной Якутии некоторые слои населения их бы не поняли. Их в то же время тоже не понимали, да, зачем нам, что это такое. И они были очень, да, вот они верили в свой народ, это однозначно, ратовали, боялись за будущее своего народа, да, и вот брали ответственность на себя. И самое главное, что они не боялись изменений. Вот мы готовы это не просто изменение принять, да, вот эта позиция, да, вот они хотели вот возглавить, да, вот, чтобы мы были это впереди. Это же очень самое такое главное. важное качество. Да? Актуально То до есть, сих пор. либо идешь, либо все получится. Да, ты можешь либо сидеть там, не ничего не получится. делать, там, да, там нас это не касается. Но на самом деле это те люди, которые взяли ответственность и не побоялись будущего. Мгм. Айтал, сегодня, в этом году мы также отмечаем 89 лет высшему образованию в Якутии, да? В принципе, разница между 101 годом государственности и 89 лет высшему образованию небольшая, да? И, значит, все-таки люди образованные, да, стали как-то больше продвигать республику и развивать ее. Однозначно. Почему? Потому что, например, 1934 год, первый год набора Якутского пединститута, например, он чуть не провалился. Потому что школ не было, образованных людей, которые бы, ну, хотя бы дойти до экзамена в высшее учебное заведение, да, вот, их не было. И это было трудно, и набрали, конечно, математиков, и историков, и филологов. И вот как раз надо отметить, что именно высшее образование дает возможность народу осознать и понять, что такое государство, его воспринимать как инструмент для развития, понимать, что такое государственность, и самое главное, передавать это следующему поколению. Без высшего образования это будут делать другие народы, другие люди, а не сам народ. Вот это надо понимать, и инстинктивно все якутяне, вот сейчас как раз будет, да, вот осталось совсем немного, все якутяне хотят, чтобы дети получили высшее образование. Не могут понять, но все время, хотя сейчас очень актуально СПО. Можно пойти, там, взять профессию сварщика, и ты будешь, ну, обеспечен на всю жизнь. Мгм. Но все люди, да. Айтал, спасибо вам большое за то, что вы в преддверии такого важного праздника сегодня посетили наш утренний эфир. Поздравляем вас с наступающим праздником, как и наших телезрителей. Ну а сейчас, друзья, мы прервемся на новостную паузу. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Гуманитарную помощь весом более 150 килограммов доставили якутским военнослужащим, находящимся в госпиталях и воинских частях Приморья и Хабаровского края. Об этом сообщил постоянный представитель республики по Дальнему Востоку Ким Борисов. Предметы первой необходимости, продукты питания и печатные издания передадут в госпитали и воинские части Приморья и Хабаровского края. Помощь из Якутии получит каждый боец, проходящий курс лечения или реабилитации. Поспредство знает также всех воинов-якутян, проходящих сегодня службу в Восточном военном округе, отметил Ким Борисов. С момента вступления в силу закона о едином пособии в Якутии новая мера государственной поддержки назначена 52,5 тысячам детей. Также средства получают 2300 беременных женщин. Напомним, право на единую выплату имеют семьи, в которых дети и родители являются гражданами России, и если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. В Якутии в этом году он составляет 25 396 рублей в первой зоне, 21 272 рубля во второй зоне.
С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, но и на первого, третьего или любого другого. Причем семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей. Минтранс предложил ужесточить наказание за езду без номеров. Министерство транспорта России направило в МВД предложение усилить ответственность за управление транспортными средствами без госномеров или использование устройств, их изменения или сокрытия. Согласно действующему законодательству, за такие нарушения автолюбителям грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления авто сроком от 1 до 3 месяцев. Это наказание предложили ужесточить. Регионам России могут разрешить усыплять агрессивных бездомных собак. В Госдуме 16 мая рассмотрят законопроект, по которому регионам планируют дать полномочия на усыпление агрессивных безнадзорных собак. Замысел предполагает справиться с неблагоприятной обстановкой, сложившейся во многих субъектах страны из-за частых нападений собак на людей. В правительстве законопроект получил положительную оценку. По предлагаемой инициативе губернаторы и парламенты регионов могут установить собственные порядки обращения с безнадзорными животными. Так могут приниматься собственные законы в этом направлении работы. В этом году по всей стране многие акции и шествия отменяются или проходят в новом формате. Так, в День Великой Победы в Нерюнгри не будет традиционного массового шествия. Акция «Бессмертный полк» пройдет на главной площади города. Там разместят большой баннер с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Информацию о героях можно направить на электронную почту или в городскую администрацию. В рамках праздника также запланированы эстафеты, выставки, будут работать фотозоны с макетами военной техники. В этом году отменены и первомайские шествия. В этом году у нас праздничных мероприятий на 1 мая не будет, к сожалению. Но есть определенные моменты, которые мы учитываем. И обстановка в Российской Федерации такая, что профсоюзы, видимо, решили в этом году не праздновать пышно. Тем не менее, мы все празднуем все равно День весны и труда, потому что мы ценим трудовой подвиг народа и вообще труд людской, потому что те люди, которые трудятся на протяжении всей своей жизни, это люди ценные и для государства, и для меня лично, потому что мы всю жизнь проводим в трудах. В Амге впервые провели открытый турнир по стрельбе из традиционного лука. Приняли участие 37 спортсменов в 5 категориях. Цель первенства – пропаганда ЗОЖ и распространение этого вида спорта. Федерация стрельбы из лука была организована в 2019 году. После пандемии этот вид спорта набирает популярность среди населения. Федерация планирует открыть секцию с выделением штата для тренера при детско-юношеской спортивной школе. Также этот вид спорта планируют включить в комплексную спартакиаду среди наслегов УЛУС. Хочется научиться этим видом спорта заниматься. Надо целиться научиться. Вот это мне нравится. Наш учитель Кельпясов Семен Семенович. Хороший тренер, всегда вот подсказывает, говорит, рассказывает. Это вновь утро Якутии. Завтра, 27 апреля, для нас, якутян, особая дата – День Республики Саха-Якутия. В этот день в 1922 году был подписан декрет об образовании Якутской ССР в составе Советской России. С тех пор прошел 101 год. А между тем в Якутии все еще имеются постройки, которые были свидетелями тех исторических событий. И одним из таких зданий является кинотеатр «Центральный», первый кинотеатр города Якутска, который по сей день в эксплуатации. Мало кто знает, но город Якутск когда-то был культурным центром в целом регионе. Какое кино смотрели более века назад и какие тайны хранит самое старинное учреждение в сфере кинопроката, нам расскажет Ирина Григорьева. Свет прожектора переносит нас в далекий 1911-й.
Именно в этот год отставной казак Пантелеймон Никулин впервые повесил в здании ныне Национальной библиотеки объявление о первом киносеансе. Политсыльный Василий Приютов, его конкурент, был более успешен. Пристроил киноаппаратную к своему дому на Большой улице и стал показывать кино. Этот дом располагался практически на территории, где сейчас стоит Центральный. То есть даже без озвучки, топером, как это было, да? И они были по продолжительности, ну, где-то от 3 до 7 минут. Такие вот короткие фрагменты со смешными названиями. Предположим, одно из названий там было «Боба заболел чумой». Кинопоказы в то время были прибыльным делом. О том, что первыми зрителями были состоятельные люди, говорит и объявление в газете «Якутская окраина» за 1912 год. Сеансы в синематографе Приютова даются каждые 1,5 часа, ежедневно с 2 часов дня до 11 часов вечера. Цены на билеты: кресло первого ряда 1 рубль 10 копеек, второго и третьего рядов по 74 копейки, остальные места по 55 копеек. Очень известная фотография Василия Приютова – это празднование 1 мая в Якутске перед кинотеатром. Здесь как раз очень такие интересные лозунги. В борьбе обретешь ты право свое, партия социал-революционеров. Вот. И на этой фотографии есть очень известные люди того времени. Сам Ярославский в центре сидит. Так, и Максим Амосов, допустим, да, Юнский и так далее. Да. Для народовольца Василия Приютова политическая ссылка в Якутскую окраину обернулась подарком судьбы. Он стал предпринимателем, женился и оставил большое наследие в дар Якутии – синематограф. Кинотеатр был оснащен электричеством. Электричество появилось позже на год. То есть в городе не было электричества, было только вот в кинотеатре. Люди приходили очень нарядные, перед сеансами играл оркестр. Заслуга Приютова в том, что он открыл постоянный кинематограф со своим залом, будкой для аппаратуры и развлечениями для посетителей. В отличие от банкиров и бизнесменов тех лет, свой кинотеатр Приютов открыл сам. На собственные деньги купил аппаратуру и киноленты. В память о талантливом организаторе школьники республиканского исторического конкурса оживили историю. Стоял в народновольческой организации, за что и был создан Якутскую область. Сегодня всех гостей приветствуем на торжественном мероприятии, посвященном Дню музея. Специально для вас 5 класс средней школы номер 26 города Якутска представляет историческую реконструкцию. Директор Александр Данилов вспоминает, в былые времена кинотеатр посещали не только смотреть кино, но и слушать. Ежедневно здесь звучала живая музыка. После сеанса пела Мария Петрищева. Кинотеатр, наверное, был свидетелем, ну, скажем так, начала, 42-й год, год строительства, самые трудные годы. И вот сейчас 80 лет. Тоже не очень хорошие годы, конечно, пошли, но наш кинотеатр стоит и показывает кино. Ну, вы сами на свидание приглашали девушек? Обязательно. Это был большой зал, там было еще 150 мест, деревянные кресла, и была любовь. В кинотеатре «Центральный» даже сейчас по-своему атмосферно. Люди спешат в кино. Какое кино вы смотрели? Я много смотрел фильмов советских. В то время каждый. Ну, «Юность Максима», например. Как часто вы ходите в кино? Каждую неделю, по пятницам. Есть свободное время, иду в кино. То есть без кинотеатра «Центральный» никак? Никак. Ирина Григорьева, Григорий Охлопков, Якутск. Как здорово, да? Все-таки очень приятно, когда телевидение сохранило вот архивные данные, мы можем посмотреть, каким был кинотеатр «Центральный» очень много лет назад, да, и сегодня можно вот увидеть, насколько жители Якутска любят все-таки, можно сказать, практически это историческое здание, этот арт-объект, и люди до сих пор смотрят кино в этом здании, которому уже много-много лет. Да, и представить сложно, свидетелем скольких первых свиданий и других значимых событий стал кинотеатр «Центральный». А все эти удивительные факты мы узнали, конечно же, благодаря людям, которые сохранили историю. Ведь главные хранители времени – это мы с вами. Это сложно, но так очень, опять же, очень важно сохранить и передать не только воспоминания, но и вещи. Как, к примеру, это сделала заслуженная артистка Якутской ССР, народная артистка республики Зоя Петровна Багананова. Зоя Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро всем. Мы наслышаны о ваших раритетных, таких старинных вещах, которые вот чудом, да, каким-то сохранились. Ну да. Да, можете рассказать о них?
Вот это вещь свидетели моего детства. Я как только вот начал ходить, начал что-то познавать после рождения, они были с нами. Господи, как они сохранились. Вот этот, мы на нем, чего только она была, у нас и корова, и лошади, всем только. А потом и стулом была, когда вот стульев не хватало, и вот сохранилась таки, да. А машина тоже очень хорошо шьет. Мама была хорошая швея, на нем шила все платья, пальто, все, даже вплоть до обуви. Кожаные тормоза тоже на нем шила. В 1946 году родился мой брат. И мы с моим старшим братом, который меня старше 3 года, тихонько сидели под этим столом и слушали. И через несколько времени вот услышали плач нашего братика. И когда я захожу сюда, в квартиру моей сестры, просто так хорошо мне. Я снова чувствую себя ребенком, и я вспоминаю, когда мы все за столом сидели, у нас был большой самовар. Помню, отец сюда хранил этот табак листовой. И вот сюда вот он резал табак этот и курил. Мама всегда любила его на лысых, и тут она клала мелочь всякую, платочек, вот так вот, и ходила вот так вот. И я, когда училась в Москве, увидела такую на сцене Малого театра у одной актрисы. Точно такую, значит, она фабричная. Крестик сам тем хорош, тем, что тут написано, какого года. 1889 года рождения сделанные. Да, ну рождение крестика, да. Это, знаете, 133, что ли, года. Это тоже моя мама подарила своему брату младшему, который был образованный, бухгалтер был. Она говорит, на всех пойдет, она очень цепляется. Один раз Лиза, это моя актриса тоже, в Сахатеатре, и на спектакле «Манчар» она играла там богатую, да, одела этот, идет, а этот зацепился за пуговку с его партнера. В музее Анна Ахматовой точная копия лежит на кресле. Вот так вот. Да что? Ага. Говорят, целый амбар этих вещей антикварных было. Открывали, а там в сундуке лежали мамины шубы, пальто. Брат говорит, такая она красивая была. Она вообще красавица, этому не в нее почему-то. Берегите вещи, берегите своих бабушек, дедушек, чтобы связь не перерывалась. Спасибо, Зоя Петровна, и вам. Желаем вам здоровья. Спасибо. В первую очередь. Да, Самое в первую главное очередь. вот это. И спасибо, что вот действительно вы сохранили. Это здорово. История, действительно, история семьи, история, своя история, история в Якутии. Это все войдет. Спасибо большое. Берегите свою культуру, да, свою память о своих близких, родственниках, да и вообще о нашей республике, о нашей земле в целом. Да, ну а сейчас начинается летний сезон, и собственники задаются вопросом об изменении вида разрешенного использования земельных участков. И об этом мы поговорим с юрисконсультом Центра «Мои документы» Валентиной Петровой. Доброе утро. Доброе утро. Валентина, что такое вид разрешенного использования земельного участка? И вообще, для чего он нужен? Вид разрешенного использования земельного участка – это, прежде всего, характеристика земельного участка, и он необходим для того, чтобы использовать земельный участок в соответствии с его целевым использованием, с его целевым назначением. То есть, например, дача или индивидуальное жилищное строительство. Как можно изменить и возможно ли, да, изменить вид? Ну, опять же, как Руслан сказал, да, сначала была дача, захотели сделать ИЖС. Но чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка, нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки. Это такой документ, который устанавливает градостроительные регламенты и карты территориального зонирования. Есть несколько услуг, по которым можно изменить вид разрешенного использования земельного участка. По одной услуге обращаются собственники земельных участков, а по второй не собственники, то есть пользователи земельных участков. Это арендаторы. Для того, чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка, собственникам необходимо уточниться, в какой территориальной зоне находится земельный участок.
Например, в городе Якутске это можно сделать по сервису окружной администрации города Якутска, геопортал города Якутска во вкладке «Правила землепользования и застройки». В поисковике можно найти свой земельный участок по кадастровому номеру. Когда узнали, в какой территориальной зоне находится земельный участок, можно обратиться в центр «Мои документы» по услуге внесения сведений об объекте недвижимости в ЕГРН заинтересованным лицом. Эту услугу предоставляет управление Росреестра. То есть, например, я посмотрел, дача у меня находится в каком-то таком участке. Есть такие участки, где нельзя перевести в ИЖС, я расстроился и уже никуда не иду. Или есть какой-то шанс, и можно обратиться к специалистам? Если выбранный вид соответствует территориальной зоне, то можно подать по услуге, которую я озвучила. Это внесение сведений об объекте недвижимости. А если, например, земельный участок находится в муниципальной собственности, что делать в этом случае? В этом случае можно подать по услуге внесения изменений в изменении вида разрешенного использования земельного участка на территории городского округа город Якутск, если земельный участок расположен на территории города Якутска и был предоставлен окружной администрации на праве аренды. А если земельный участок находится на другом муниципальном образовании, то рекомендуется уточниться у администрации того муниципального образования. Ну, допустим, округ Жатай, к примеру, да, то есть нужно непосредственно обратиться в администрацию Жатая и узнать, можно ли мне переоформить, да, участок на себя. Да. То есть, соответственно, идем по адресу в свою администрацию. Да, либо можно уточниться в центре «Мои документы», можно ли подать заявление по услуге. А какие документы необходимы для изменения вида разрешенного использования? Ну, при обращении необходим паспорт заявителя, сведения о кадастровом номере земельного участка и адресе земельного участка. А если обращаются через представителя, то нотариальная доверенность представителя и паспорт представителя. О сроках, наверное, да? Да, необходимо. Наверное, многие сейчас телезрители думают, это достаточно долгая процедура или все можно сделать быстренько? По услуге внесения изменений вида разрешенного использования земельных участков на территории городского округа город Якутск сроки рассмотрения составляют 46 рабочих дней. Туда входит 3 рабочих дня, если обращаются через центр «Мои документы». По внесению сведений об объекте недвижимости в ЕГРН заинтересованным лицом срок составляет 15 рабочих дней. Спасибо большое, Валентина, за полезную информацию. Я думаю, сегодня многие наши телезрители задумаются о том, что либо у них есть эта возможность, либо ее нет, но, собственно, попробовать можно. Проще, лучше подойти к вам, мои документы, и вы подскажете и во всем поможете. Конечно, поможем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, значит, Руслан, с участком вопросы решили, пора бы уже подумать и о урожае, об огороде. Апрель – это время, когда рассада переезжает с подоконников в теплицы или парники. Весна в средней полосе в этом году очень ранняя. Многие холодостойкие культуры уже благополучно посеяны в грунт. Но у нас в регионе есть еще возможность посеять овощи на рассаду, несмотря на то, что за окном апрель. Что из овощей еще можно успеть посеять и какие сроки, расскажет нам Муза Винокурова. Доброе утро, Якутия, уважаемые телезрители! С вами Муза Винокурова, и сегодня мы поговорим о тех овощных культурах, которые можно высадить сегодня. На сегодняшний день конец апреля и самое время для посева на рассаду раннеспелой белокочанной капусты и раннеспелой свеклы. Многие садоводы, конечно же, и огородники садят сразу в теплицу, но учитывая позднюю весну, учитывая еще постоянные заморозки, я предлагаю вам посадить это все на рассаду. И сейчас я вам покажу, как это делается. Мы берем обычные контейнеры, наполняем все это верховым торфом, значит, и теперь посадим нашу свеклу, которая будет вас радовать своим периодом. Я хочу вам показать, что семена у свеклы мелкие, дрожжированные и круглые. Поэтому
вы можете, некоторые опытные овощники, они делают процедуры обеззараживания семян, некоторые их замачивают, а некоторые, значит, делают таким способом, знаете, на ватный диск намачивают и разлагают семена. Семена, которые пустые, они не раскрываются, а которые хорошие, они раскрываются и уже потом выпускают свои корешки, которые вы можете укоренить. Ну, мы посадим это все обычным способом и уже сделаем метод отбраковки. Итак, садись, наша свеколка, и радуй нас. Я сделаю это все обычным способом. Что взойдет, то взойдет. Я думаю, у нас все получится. Так, мы посадили, например, свеклу. И немножечко присыпьте это все сантиметровым слоем земли. Так. Мы это все присыпали. И хорошенько пролили. Пролили, закрываем крышкой. У нас будет такой мини-парничок. И ставим. Ростки свеклы, они обычно всходят на 3-4 сутки. А раннеспелые гибриды, они, посмотрите у вас по сортам, они всходят примерно где-то 95-100 дней до сбора урожая. Итак, свеклу мы посадили. Такой же, в принципе, процесс с капустой белокочанной. Я взяла сорт июньская, который прекрасно подходит для летних салатов. Идеально для нас, для всех худеющих в летний период. Итак, мы также высаживаем на рассаду. Можно сделать такие палочками для суши. Вот я сделала бороздки. И посадить туда, всыпать туда семена капусты. Посадили все аккуратненько. И также мы все это присыпали землей и хорошенечко проливаем. Идеальное время для высадки как раз-таки вот этих вот сортов. И пусть у вас все в огороде цветет и пышет. Замечательно. Ну вот видишь, как можно сейчас еще успеть посадить и капусту, и свеклу, и она будет радовать нас в свой определенный период. Но и самое главное, позже мы получим свой чистый продукт. А самое главное, это будет радовать нас всю зиму, потому что это и витамины, и минералы, здоровье. И здоровье. Да. Ну а мы сейчас плавно хотели бы вам рассказать о корпоративных программах, да, которые связаны также со здоровьем и вообще для чего они нужны. Наша рубрика «Мой доктор» вам об этом расскажет. Доброе утро! Большую часть жизни человек проводит на работе. Комфортные условия труда и благоприятная психологическая атмосфера в коллективе способствуют охране ментального здоровья людей и повышают производительность труда. На сегодняшний день важным направлением развития охраны здоровья граждан является внедрение корпоративных программ на предприятиях. Это многомодульные проекты, направленные на профилактику основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Внедрение корпоративных программ – это ответственный выбор работодателя для решения сразу нескольких задач: сокращение расходов на оказание медицинской и социальной помощи, увеличение производительности труда, повышение мотивации и лояльности сотрудников, формирование ответственной корпоративной культуры. Доказано, что в долгосрочной перспективе компании, внедряющие корпоративные программы, потенциально успешны, более устойчивы и эффективны. Очень важно донести до сотрудников, что необходимо осознанно относиться к собственному здоровью. Желание сотрудников следовать здоровому образу жизни – ключевой момент в процессе внедрения корпоративных программ. Также необходима эффективная мотивационная система от работодателя. Сохранение и укрепление здоровья лиц трудоспособного возраста путем внедрения практик укрепления здоровья на рабочих местах могут быть реализованы только совместными усилиями работодателя и работников.
А программа корпоративного здоровья напрямую связана с благополучием и хорошим самочувствием сотрудников. Будьте здоровы! А мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Сергей, вам слово. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Органы местного самоуправления муниципальных округов получили больше полномочий при принятии решений о судьбе самовольных построек. Такой закон вступил в силу. Документ, разработанный правительством, предусматривает изменения в Гражданский кодекс России. Как ранее отметила замглавы Минстроя Светлана Иванова, новые нормы понадобились в связи с принятием закона о появлении в России муниципальных округов. В них может входить территория, объединяющая несколько населенных пунктов. Эти округа, созданные в 2019 году, обладают практически теми же полномочиями, которые есть у городских округов. В Намском Улусе активно строят дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. С момента старта программы в Улусе участвует 17 поселений. Многие жители района переехали в комфортные новостройки. Ярким событием для сельчан стала установка первой сваи многоквартирного дома в селе Намцы по улице Октябрьская. Квартальная застройка предусматривает дома в одном стиле. Строители забили золотую сваю под будущий 41-квартирный 4-этажный каменный дом. Общая площадь дома более 2000 квадратных метров. Так как здесь будет квартальная застройка, поэтому фасад домов, все в одном стиле будет. Ну, работы будут ведутся бригадами, местными бригадами, и без приезжих, конечно, не обойдемся в внутренних штукатурных работах. Вот сегодня у нас первая свая. Золотая свая, так называемая. И после этого у нас работа пойдет быстрыми темпами. И все лето будем работать на полную силу. Стартовал 6-й этап межведомственной акции «Безопасный лед». Государственная инспекция по маломерным судам совместно с ГИБДД и административной комиссией выявляют нарушителей, выезжающих на лед после закрытия автозимников. Цель акции – предупреждение происшествий на водных объектах в весенний период. В течение недели сводные группы проводят массовую работу по правилам пребывания на льду. В ходе рейдов по пресечению несанкционированных выездов авто на лед межведомственные группы привлекают нарушителей к административной ответственности. Проводят индивидуальные беседы с пассажирами с раздачей листовок. С водителями, с пассажирами проводится профилактическая беседа во избежание несчастных случаев. Сейчас на данный момент мы находимся в районе 203-го микрорайона, выход на реку Лена. Но и также у нас несанкционированные выезды, это у нас все те, которые переправы были открыты, на данный момент они сейчас закрыты. И по ним передвигаться запрещено. Это район Деркалаха, это район Хатасы. 8-й региональный чемпионат профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Билимпикс» проводят в Якутии. Чемпионат стартовал 20 апреля и завершится 27 числа. В компетенции зубной техник принимает участие 46 человек, в том числе 2 из Алданы и 1 из Жатая по 3 возрастным категориям. Отметим, что ранее в этой компетенции участвовали только специалисты, но в этом году соревнуются школьники и студенты. На чемпионате участники демонстрируют свое профессиональное мастерство, и их оценивают эксперты по ряду критериев. Дано 3 модуля. Первый модуль – это несъемное протезирование, то есть участники должны заместить дефект зубного ряда в количестве передних 6 зубов. Вторым модулем у нас идет изготовление бюгельного протеза, восковая моделировка. Смотрится аккуратность работы, качество обработки краевых дефектов. За этот модуль дается 20 баллов. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Сегодня у нас достаточно интересная программа, впрочем, как и всегда, да, о чем мы говорили, о земельных участках, да, соответственно, что посадить можно на этом земельном участке. А сейчас, так как у нас начало мая, практически, да, уже вот скоро будет, и у многих это ассоциируется, конечно, с поездками на те же дачи, на земельные участки, да, дружеские вечеринки на природе. И я думаю, что в чем можно
встретить гостей, либо встретить майские праздники, мы поговорим в рубрике, которая называется «Советы стилиста». Всем привет, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. Сегодня наша рубрика «Рекомендации от стилиста». Совсем скоро начинаются длительные выходные. Конечно же, мы планируем открыть сезон шашлыков и классно провести время с друзьями во всевозможных загородных домиках или, может быть, даже на вечеринках. Самое время выбрать образы для таких мероприятий. Первый образ – это отсылка к 2000-м. Один из главных трендов – это велюровые костюмы. Все возможные. Это могут быть в формате свитшота или вот такого зип-худи с замком спереди. Выбирайте яркие, интересные, нестандартные цвета, которые здорово дополнят и подчеркнут вашу красоту. Также выбирайте яркие, интересные детали. Опять же, с отсылкой к 2000-м. Обратите внимание на пластиковые очки и такую интересную розовую сумку-багет. Сейчас очень актуальна тема Барби, всевозможных повторов, интерпретаций, поэтому все это можно будет внедрять в свой гардероб. Будьте яркими и не стесняйтесь того, что нравится вам. Образ у нас по мотивам стиля гранж, когда идет смешение разных стилей. Здесь у нас цветочные платья и грубые ботинки. Такой стиль использовался в Америке. Послевоенное время он был очень популярен, когда люди использовали для составления своего образа все, что было у них в гардеробе. А сейчас это безумно актуально. Поэтому тоже попробуйте сочетать то, что не сочетается. Здесь у нас и цветочек, и грубые ботинки, и спортивная кепка, и плетеная сумочка. Но посмотрите, как здорово это все смотрится в итоге. Такой стиль сейчас очень актуален, гранж сейчас на пике своей популярности, поэтому пробуйте и сочетайте все то, что есть у вас. Я думаю, у вас получится. Следующий образ у нас составлен по мотивам стиля вестерн. Также сейчас один из актуальных стилей. Обратите внимание на казаки. Это предмет гардероба и обувь, которая сейчас можно точно называть уже базовой. Но она настолько актуальна и удобна, попробуйте тоже сочетать ее по-разному. Казаки идеально будут сочетаться не только с синими джинсами, они здорово будут сочетаться и с светлыми, и с темными, и с кожаными, и даже с вельветовыми. Поэтому казаки можно носить сейчас в любых интерпретациях в сочетании с платьями, с сарафанами и даже с мини-шортами. Вот. А если говорить про клетчатые рубашки, то мы к ним уже привыкли, но обычно, опять же, мы их комбинируем с синими джинсами. Попробуйте свои клетчатые рубашки сочетать иначе. И вместо шляп на голову попробуйте подобрать платок и носите и завязывайте его как бандану. Сейчас это, опять же, тренд. Подобный образ, казалось бы, очень простой, составлен из базовых предметов гардероба, но смотрится очень стильно, и именно в таком образе вы точно классно проведете свои выходные в загородном доме. И завершающий образ на сегодня – это также очень актуальные казаки. Мы также использовали в этом образе в сочетании с джинсовой юбкой. Сейчас джинса актуальна во всех предметах одежды. Вы можете использовать и джинсовые рубашки, и это могут быть юбки, и короткие и макси, шорты, джинсы, и, конечно же, всеми любимые джинсовые, объемные и мини-куртки. Используйте все это в своем гардеробе. Джинсовых вещей мало не бывает. Здесь мы все это скомбинировали с объемным свитером в ромбик, такой вот интересный скандинавский принт, который подчеркнут объемной шапкой бини на голове. Здесь у нас ждет стилевой прием растяжка цвета, когда мы повторяем цвет сверху, снизу и по центру. То есть он между собой перекликается. Вы тоже можете использовать его в своем гардеробе. И также сейчас очень актуальные жилеты. Жилеты вы можете носить, опять же, разные. Они могут быть более дутые, объемные, они могут быть укороченные, длинные, они могут быть более классические. В общем, жилеты сейчас на коне, поэтому пробуйте, экспериментируйте. И, конечно, помните, что главное – это тепло, потому что весна бывает обманчива, и заботьтесь о своем здоровье и утепляйтесь. Майские праздники уже совсем скоро. Конечно, нам всем хочется выглядеть красиво, но важно заботиться о своем здоровье. С теми образами, которые мы показали, у вас будет отличная возможность выглядеть стильно и красиво. Будьте этой весной самыми модными. Пока-пока. Далее, что взяла что-нибудь из этого сюжета? Да, собственно, советы стилиста всегда, так сказать, можно отложить куда-нибудь в копилочку, потому что при выборе потом своего, знаешь, обновленного гардероба каждое утро открываешь шкаф и думаешь, а что же в моде-то сегодня, что же в тренде? Ну, и девушкам тут вспоминаешь, посложнее, мне кажется, да? Да. У мужчин как-то открыл, ага, весна, вот.
потом закрыл на лето. Да, просто ты думаешь, наверное, тонкая куртка или толстая. и Да. всё. Собственно, цветовая гамма там и стиль тебе Черный. черный. Всегда круглогодичный. Черный, может быть, серый. А тем временем в республике у нас проходит 6-я стажировка лидеров этнокультурных некоммерческих организаций всероссийского проекта «Этник. Стратегия в практике». Основная задача — это укрепление и сохранение межнационального мира и согласия, а также развитие самобытной культуры регионов. В якутской стажировке с 25 по 28 апреля принимают участие лидеры этнокультурных некоммерческих организаций Новосибирской и Иркутской областей. И подробнее о проекте расскажет директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», федеральный эксперт в сфере национальных отношений Евгения Абрановна Михалева. Доброе утро. Доброе утро. А расскажите немного нам вообще о таком проекте, как «Этник. Стратегия в практике». Да? Мы знаем, что уже проходит раз 6-я стажировка, значит, есть уже опыт. Для чего, зачем и основные цели, задачи? Но это не просто 6-я стажировка. У нас впервые в истории этнокультурного сектора проходят стажировки вот такие целенаправленные в различных регионах, в различных федеральных округах. Вот системно работаем впервые. Хотя 6-я, но в любом случае все равно 1-я. И, конечно же, в Якутии, где у нас столько надежных друзей, партнеров, коллег, прекрасный опыт межсекторного взаимодействия, взаимодействия между организациями, конечно, мы приехали сюда и проводим эту стажировку. Какие проекты в Якутии вас заинтересовали? Меня заинтересовало очень много проектов. В первую очередь нас заинтересовал наш проект «Этник», потому что мы приехали сюда показать его Якутии. И, собственно, проект появился из того, что, как вы знаете, в стратегии государственной национальной политики есть направление очень важное и серьезное, которое называется «Развитие институтов гражданского общества». И мы считаем, что это направление нужно усиливать. И когда мы поняли, что нужно усиливать это направление, прорабатывать его и продумывать, мы как бы вместе с группой наших коллег из разных регионов создали проект «Этник. Стратегия в практике», который именно говорит о продвижении стратегии государственной национальной политики, о ее совершенствовании. Мы не можем ее переделать, но мы можем дать рекомендации, дополнить ее нашими ценными идеями. Поэтому мы вместе с экспертами продумывали полезные рекомендации по прикладным механизмам реализации стратегии госнацполитики, но главное, с учетом индивидуального вектора развития этнокультурных организаций в различных регионах нашей страны. Мы все это продумали, прописали, пообсудили с экспертами, поговорили об этом со всеми 8 федеральными округами в онлайне. Это всегда хорошо в онлайне обсудить. Почти 1000 человек приняло участие в дискуссии. И мы решили, что уже самое время перейти к следующему этапу и привозить проект в регионы, во все 8 федеральных округов. Естественно, что в Дальневосточном это Якутия. И мы приехали и рассказываем о проекте, рассказываем в первую очередь о стратегии госнацполитики, разъясняем различным очень заинтересованным группам и некоммерческим организациям, и молодежи, что такое стратегия, какие особенности, как можно реализовывать стратегию госнацполитики. Ну и, естественно, помимо этого у нас идет стажировка наших коллег из Сибирского федерального округа, которые делятся опытом, которые узнают об уникальном опыте Якутии. Вот вы спросили о организациях. У нас и Дом дружбы народов имени Кулаковского, которым мы дружим много лет, и мы узнаем их опыт, и Центр народного искусства «Симех», и, конечно же, потомки государевых ямщиков, которым всегда есть о чем рассказать. Это же уникальная, действительно уникальная организация. Вчера были в едином ресурсном центре. Нам столько интересного рассказали и о проектах, и о виртуальной работе. Это прямо опыт, который необходимо перенимать. До этого мы были в Доме дружбы народов Кулаковского. За день до этого была программа «Этнокампус». И мы там узнали, что есть очень много интересных проектов языковых. Например, проект «Сахалы». И вот мобильное приложение по изучению родных языков, конечно же, то, что надо изучать. И мы надеемся, что по итогам, конечно же, наши люди очень много узнают и появятся серьезные межрегиональные проекты. Есть, наверное, какие-то, у вас очень большой опыт, да, какие-то проблемы у этнокультурных организаций, и вот, может, ваши какие-то советы вообще в их развитии, да, и вот как эти проблемы можно как бы преодолеть? Ну, вы знаете, всегда есть проблемы. Но они становятся проблемами, когда мы произносим это слово. Есть
какие-то сложности, недоработки. И одно из направлений, конечно же, иногда не хватает профессиональных компетенций, иногда не хватает знаний. Значит, то, что необходимо, с моей точки зрения, наверное, внести в стратегию госнацполитики, это системное повышение профессиональных компетенций. Конечно же, представителей органов госвласти, но и одновременно лидеров, активистов этнокультурных организаций. Конечно, нужно постоянно учиться, надо продвигаться. Это позволяет преодолевать любые трудности. Нужно соответствовать вызовам современности, надо быть гибкими, надо видеть, что является важным, какие тренды проектные существуют, и, соответственно, работать внутри этой истории. Нужно знать законодательство, потому что незнание законодательства никогда никого не освобождало от ответственности. Поэтому нужно изучать, смотреть, пользоваться самой, что ни на есть, современной методической литературой. Нужно приводить свои документы в соответствие с законодательством. Нужно работать творчески. Нужно менять свои программы и проекты каждый год, а может быть и каждый месяц, потому что нельзя из года в год пользоваться чем-то накатанным, не меняться, оставаться таким всегда. Нельзя. Целевая аудитория меняется тоже. И нужно, чтобы она расширялась. Нужно, чтобы ей было интересно. Чтобы это были не просто какие-то мероприятия, это были реальные события в жизни людей. Вот с этим нужно работать. Я задал вопрос Евгении Абрамовне про этнокультурные организации, а мне кажется, ваш ответ, он вообще можно применить ко всем организациям. Ко всем сферам деятельности вообще человека. Да. Конечно. Евгения Абрамовна, вы часто бываете в нашей республике, да? Вот Якутия, для вас что Якутия? Ой, Якутия – это гостеприимство, это тепло, это старые друзья и новые знакомства всегда. И, и главное еще очень важно, что это всегда новый опыт. Вот Якутия тепло и хорошо для меня всегда. Спасибо большое. Мы Спасибо. всегда будем рады видеть вас на земле Ланхой. И, конечно, мы надеемся, что ваш труд обязательно принесет результаты, и наша республика будет развиваться быстрыми темпами. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Друзья, ну а мы с вами увидимся в пятницу. До новых встреч и отличного четверга. Среды.